Ассаляму алейкум, нарджамагат. Наступает священный месяц Рамадан, и я знаю, что у вас очень много вопросов, касающихся этого месяца, а именно уразы. Нам присылали очень много вопросов, и мы на них постараемся сегодня ответить. Скорее всего, это будет даже в юморной такой некой форме. А помогать мне это сегодня в этой беседе будет наш друг, татарин из Бугульмы, Мухтар Мухаммад Абдуллай. Здесь аплодисменты. Добрый день или ассаляму алейкум, как говорится у нас в Бугульме. Алейкум ассалям, говорится у вас также в Бугульме. Пришли такие вопросы некоторые, около миллиона вопросов. Представляете, около миллиона вопросов. У нас где-то около миллиона подписчиков. И самый главный вопрос, который интересует наших телезрителей или тех, кто собирается в этом году поститься, среди них есть, так сказать, новобранцы. Как подготовиться? Что делать? Возможно ли подготовиться к уразе? Да, я думаю, что можно. Можно готовиться к уразе так же, как как мы готовимся обычно к экзамену. То есть, завтра экзамен, Ну, да, вот надо идти, надо подготовиться. Естественно, эта подготовка, она не физическая, она моральная. Внутри, да. Да, то есть человек готовится к тому, что вот уже наступает месяц Рамадан, и, соответственно, это священный месяц, надо вот побольше быть полезным, отказываться от некоторых вредных привычек и побольше помогать нуждающимся. Да, то есть получается, если как к экзамену, то ты к уразе должен быть всегда готов. Естественно. Да, вот говорят, допустим, завтра ураза, все, минуту там, сразу я держу, да? Слушай, супер это, да. А есть какие-нибудь лайфхаки, касающиеся уразы, как держать, там, что это делать, какие-то такие советы для начинающих? Конечно. Обычно вот начинающие люди, они же думают, что ураза это просто не есть, не пить, да. То есть для них это все, как бы, к сожалению, материально еще. Да, пока, не пить, не кушать и так далее. Можем им сказать, допустим, не переедайся. Обязательно, да, не переедайте. Или вот, допустим, после ифтара не нажрись. Не нажрись. Согласен. Допустим, не заходи в супермаркет перед ифтаром. Не заходи в пятерочку, перед ифтаром. Не трави Ты себя. Голодный, да. Естественно. Да, не трави душу. Согласен, Все не купишь, короче. Да. И, соответственно, чтобы правильно сказать, делись с другими. Делись. Да. Делись. Потому что не у всех есть, допустим, такая же возможность, как у тебя. Допустим, если у тебя есть покушать, да. эта возможность не у всех есть. Не у всех есть, да. Вот. Естественно, это всегда можно кормить не только постящихся. Вот, например, у нас в Ердеме, то есть мы ежегодно, вот каждый день, 365 дней в году, да. Мы кормим. У нас бездомным кормим. Нуждающимся, да. Вот, нуждающимся кормим. Да. То есть и во время этого месяца мы еще больше кормим. Да. Соответственно, если раньше по 250 порций в день, сейчас будет больше 1500 порций. Увеличилось, да? Естественно, потому что Субханаллах, много. И думаю, что каждый желающийся может принимать участие. Ураза это пусть будет толчок к этому. Да. Я понимаю, что все это дело не бесплатно, нужны немного деньги. Но вы же понимаете, что вот эти деньги, они не идут куда-то, допустим, в красное-белое или что-то там. Да. Они идут именно в благотворительность. Сколько ты держишь уразу? Уже 22 года. 22 года? Да. Субханаллах. 22 года. Я держу, наверное, лет, осознанно, 6 лет, наверное, мне. Да, 6 лет. Очень хорошо. Да, то есть... Главное, вы говорите, я держу, но надо держаться. Да, надо держаться, да. Я держу и надо держаться. И я буду держаться. Ну, я могу посоветоваться, допустим, если вы хотите, чтобы влага сохранилась, допустим, в организме, то вы во время сахура опасайтесь от таких блюд, как рыбную, допустим, рыба. Убираем рыбу, да, сухура, да. После нее всегда хочется пить воду. Абсолютно всегда, да. И, соответственно, надо побольше пить такие продукты молочного содержащие. Кефир, молоко и так далее. Они помогают. Держать влагу? Да. А еще вопрос. То есть, когда гречка помогает?
Гречка тоже Гречка помогает. лучше вот во время ифтара. Вот ифтар, да. А во время сухур вот более вот такие молоко, и потому что, Кефир. поскольку известна, да, история пророка, если мы прочитаем, да, он во время сухура вот кушал финики и пил молоко. Ага. Не потому, что у него не было еды, или иногда было, Да. что есть, но он прочитал именно вот это финики Да. и молоко. Потому что в молоке уже все есть. Да, а в финиках глюкоза, да, это сила. да. А как держит уразу у вас в Бугульме? У нас в Бугульме очень даже весело. А давайте так, мы скажем, это мы с тобой прикалываемся так в Бугульме. А откуда ты сам? Пускай узнают. Я сейчас так и буду думать, что да. Я из Республики Чад, но поскольку я уже, как говорится, не обрусил, а именно татарином стал. Обтатарел. Обтатарел. Вот. Я обычно говорю, что я из Бугульмы. Да. А так я из Чада. У нас там в Чаде очень весело, поскольку мы находимся ближе к экватору. Да. У нас день и ночь почти одинаковые по времени. Да. То есть это как бы нет таких изменений резких, как здесь в России. Да, резкий прям, да. Часовые пояса там у нас. Я помню, вот сколько, 3 года назад почти 20 часов мы держали. Да. Или вот даже в том году, по-моему. В том году, позапрошлом мы очень Было долго такое. держали, да. Там нет такого, что ты 20 часов вот держишь уразу. Да. Там максимум 10-12. Согласен. Вот у меня также, да, исходя из этого вопроса, есть другой же вопрос. У меня друг также в Казани держит уразу, но по времени Мекки. Ты понимаешь? Я, если, допустим, готовлюсь к ифтару, он уже поифтарил, поел. Я говорю, ты что? Я говорю, ифтар же такой вот начинается, грубо говоря, через часа 2, только 3 там, да. Он говорит, а я держу по Мекке. Вот по Мекке вот держу. Вот сколько? 8 часов, да, 10 часов. Там. Почему он так делает? Это правильно? Это неправильно. Это неправильно. Человек живет в Казани, он не может ифтарить по Мекке. Да. Надо вот именно место, где ты проживаешь, Да. надо подчиняться. Подчиняться этому времени, да. Вот. Времени, местоположение, где ты находишься. Да. Да. Но это для того, чтобы сравнить, допустим, ураза здесь, в Казани, и ураза в Чаде, это, я бы даже сказал, отношение к этому месяцу по-другому. Вот и здесь, Ну-ка. и вот кроме мусульман, как бы в основном, никто не чувствует вот это. Ага. Вот это месяц Рамадан, надо делать, надо давать, надо кормить. А там чувствуется, да? То есть этот праздник только среди мусульман здесь. Да. А там На всех распространяется, да? Ну, слушай, это здорово же, да. Потому что 60% там мусульмане живут, и именно во время месяца Рамазана даже вот бары какие-то не работают. Да. Они специально вот планируют своих ремонтов и так далее во время месяца Рамадана. Потому что, чтобы не мешать. Да, народ, то есть не звать, да, согласен. Это, то есть, отношение к этому месяцу очень совершенно другое. Абсолютно, да. Ну и атмосфера, да. Согласен. Атмосфера абсолютно другая. Если у нас больше мусульмане, да, ждут, а там у вас все получается, да. Все ждут, это праздник. Это праздник, да. Естественно. Ну и напоследок, Мухтар, ты держишь уразу более 20 лет, как я помню, 22 года. Какой бы ты совет дал начинающим? Обычно советы, конечно, дают хазраты, наши имамы. Да. Но я бы сказал, просто как бы будь максимально полезным. Это очень важно. Допустим, не матерись во время уразы. Да. Не надо вот брать на себя все, типа я буду это делать. Нет. Делай по чуть-чуть, но стабильно. Да, равномерно. Да, но стабильно. Да, распределяй. Чтобы это продолжалось. Да. Или вот каждый день надо, вот, допустим, каждый день, который проходит, надо отчитывать себя. Вот кому я сегодня помогал, что я хорошего делал. Да. И чтобы вот этот месяц, когда он пролетит, он больше не вернется. То есть, когда следующий год будет, это уже другой. Да, вот да. Поэтому... У меня даже на этот случай есть такой короткий анекдот такой, вот прям касаясь Рамадана. Отец с сыном, значит, целый месяц держали уразу, ураза закончилась, и сын спрашивает отца: папа, а Рамадан будет скучать по нам?
Отец ему отвечает: конечно, сынок, он на следующий год придет на 10 дней раньше. Понимаешь, вот я к чему, да. Он придет на 10 дней раньше, Да. но это уже будет другой. То есть, Это, да, абсолютно. кто вот уверен, что он доживет до следующего года? Вот, правильно. Поэтому надо максимально сейчас сделать. Согласен. Готовиться. Будьте готовы. Я думаю, я надеюсь, это наша не последняя такая передача. В течение месяца Рамадан, священного месяца Рамадан, мы еще будем вас радовать такими советами и некими лайфхаками. Все, спасибо вам не только от нас, но от всей Бугульмы. До встречи. Ассаламу алейкум.